В Сыктывкаре расследуют убийство двухлетнего ребенка. 8 октября в реанимационное отделение ДРБ привезли девочку с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Несмотря на все усилия врачей, через 2 дня, так и не придя в сознание, она скончалась. Подозреваемого 24-летнего отчима погибшей задержали. Сначала он утверждал, падчерица сама упала на пол, а позже признался в ее избиении. Егор Ильченко выяснил подробности этой жуткой истории. Это кадры проверки показаний на месте. 24-летний эжвинец рассказывает о побоях, которые нанес двухлетней дочери своей сожительницы. По его утверждению, в первый раз он избил малышку еще 7 октября за то, что девочка якобы его не слушалась. 7 числа вечером, когда ребенок кушал, я нанес ему удар в область головы, от чего он упал со стула. После я взял его за ворот и бросил в стену. После чего все успокоились. Она получила удар головы, у нее был синяк на лбу. 26-летняя мать была свидетелем этого жестокого инцидента, но это не помешало ей на следующий день поехать на собеседование с потенциальным работодателем и вновь оставить маленькую дочку со своим сожителем. В отсутствие супруги мужчина выпил 1,5 литра пива. В какой-то момент играющий с собакой ребенок стал раздражать эжвинца. Я взял ее за голову, поднял ее вытянутую руку и кинул. Девочка заплакала. Разъяренный отчим вновь ударил малышку, затем еще. Когда мать вернулась домой, маленькая девочка уже была без сознания. Мужчина уверял, что случилось с ее дочерью, он не знает, мол, уходил в магазин. Женщина вызвала скорую. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга тяжелой степени, а также многочисленные ушибы, гематомы, ссадины на голове и теле. В течение 2 дней ребенок находился в реанимации. Эжвинца арестовали, следствие продолжается. Пока установлено, что он нигде не работает. С матерью погибшей сошелся полгода назад. За убийство малолетней ему грозит пожизненное лишение свободы.